Всем привет! Вы смотрите новый выпуск видеожурнала «Технопарк Якутия». И на этот раз мы вас порадуем успехами наших резидентов, которые начали выходить на международный уровень. В первую очередь я хотел бы рассказать про компанию Сайберия, чьи разработки они начали выходить за пределы Якутии. Они используются как и в целом по России, так и даже за рубежом. Мы с моим другом, коллегой, партнером Игорем Савиным начали свои научные исследования в 2016 году. Как только мы начали свои исследования, мы сразу поняли, что нам нужна какая-то поддержка, поэтому мы обратились за помощью в технопарк Якутия. И технопарк Якутия сразу нас принял в свои ряды, в резиденты, и тем самым буквально через несколько месяцев мы стали резидентами технопарка Якутия. Мы вели наши исследования в технопарке, затем, когда открылся IT-парк, мы уже переехали в IT-парк и сейчас находимся в IT-парке Якутия. Наша компания появилась в виде научного исследования, это было в 2016 году. Мы с моим другом, врачом-рентгенологом, начали делать системы обработки медицинского изображения, снимков, исследований компьютерной томографии органов грудной клетки. Изначально мы делали обработку в целях получения данных по поражениям легких по туберкулезу и начали такую научную деятельность. Потом, когда в 2020 году наступила пандемия, мы поняли, что наши алгоритмы, они идеально подходят для обработки выявления вирусной пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. Поэтому мы решили переделать нашу систему и начали активно работать по обработке COVID. Наш основной продукт – это система обработки медицинских изображений, в первую очередь это органов грудной клетки. Также сейчас мы работаем над системой обработки исследований компьютерной томографии головного мозга. Наша компания существует, официально зарегистрирована уже второй год. Сейчас у нас работает порядка 15 человек. В команде есть разработчики, как начинающие, так и опытные. Также у нас в команде есть врачи-рентгенологи, которые работают экспертами, которые полностью обрабатывают, смотрят, валидируют все наши исследования, которые мы получаем. Мы работаем в тесном сотрудничестве с Министерством здравоохранения Республики Саха. Мы заключили с ними соглашение о том, что мы передаем наше программное обеспечение бесплатно для республики. В обмен мы получаем исследования, которые мы уже начинаем обрабатывать. Сейчас наша компания активно развивается. Мы начинаем выходить на международный рынок совместно с фондом Сколково. Мы ведем активную работу по экспансии. Например, в этом году мы нашли достаточно хорошего партнера в Республике Хорватия, с помощью которого мы собираемся активно внедрять наше программное обеспечение на территории Республики Хорватии. Также мы ведем переговоры с Министерством здравоохранения Кыргызской Республики. Мы прошли в этом году акселерационную программу ЕДИ, это канадская акселерационная программа, и мы планируем в ближайшие годы выйти на рынок Северной Америки, в первую очередь на рынок Канады. Для этого нам надо проходить, естественно, различные регуляторные процедуры, сертификацию, но мы надеемся, что в ближайшее время мы эти все процедуры пройдем, и наше программное обеспечение уже будет продаваться на территории Северной Америки. Также у нас есть большие планы по выходу на рынки Юго-Восточной Азии. Например, мы были приглашены в бизнес-инкубатор в Тайбэе на территории Тайваня.
Также мы планируем выход на рынки Таиланда и Малайзии. Следующая компания, о которой пойдет речь, это компания Тирех, которая из якутских дикоросов делает различную продукцию и которая реализовывается не только в Якутии, но и будет выходить уже на крупные международные платформы. Так, наш кооператив, сельскохозяйственный потребительский кооператив «Терех», мы с Сунтарского района, мы учредили наш кооператив в 2006 году. В этом году у нас в декабре исполнится 15 лет, как мы уже созданы. Ну, мы занимаемся в основном переработкой дикорастущих ягод и выпускаем варенье, сиропы, напитки. И в этом году еще мы начали делать соус. В плане у нас будет выпуск функциональных напитков и еще сублимационных ягод. Так, мы в 2017 году участвовали в конкурсе и защитили проект по разработке и выпуску функциональных напитков. Хвойно-ягодные напитки. Это Нордвит, так мы называли. Сейчас вот идет разработка рецептуры и испытаний. Думаю, с следующего года мы будем начать производственный выпуск. В этом году мы участвовали в проекте акселерации нашего замечательного миллиардера Арсена Томского. И вначале нас было 60 человек, потом в течение 3 месяцев мы в конкурсе на финал вышли 17 человек. А потом мы участвовали с проектом по выпуску ягодных соусов. Это ягодные соусы. Ну, соусы как по всему миру очень их много, но наш соус будет особенным. Он будет, в основном его составе будет растения нашего региона, нашей республики. В дальнейшем мы планируем усовершенствовать нашу технологию и будем более такие современные технологии внедрять и выпускать конкурентоспособную продукцию, потому что та технология, которой мы сейчас работаем, недостаточна для конкурирования на мировом рынке. Ну, сейчас мы работаем над финансовой моделью для инвестиций. Так, Арсен Томский, он поддерживает предпринимателей нашей республики, и вот в нашем технопарке 5 резидентам нашего технопарка он будет инвестировать, предоставлять инвестицию. В 2019 году мы при поддержке Центра поддержки экспорта начали выпускать, зарегистрировались международной торговой площадке eBay и стали продавать свою продукцию. Но первые заказчики были из Америки, Норвегии, Италии, Сингапура и Норвегии. Но потом вот эта пандемия нам помешала, и вот сейчас не очень сильно идет торговля. Мы планируем, сейчас еще работаем над регистрацией торговой площадки Amazon и Balbers. Да, я начала как предприниматель, я начала работать после выхода пенсии, после 50 лет. До этого я работала, отрабатывала свой диплом перед государством. Работала в сельском хозяйстве, была зоотехником, селекционером, и в пищекомбинате работала замдиректором, и потом сразу, как вышла на пенсию, начала свое дело. Когда-нибудь человек должен внедрять в жизнь свои мечты. Я думаю, для этого возраст 50 лет очень подходящий. То, что у нас растет, все очень полезно, потому что в силу наших климатических особенностей северные растения, ягоды, они
у них концентрация питательных и веществ очень высокая, поэтому наши вот растения и ягоды очень ценятся за рубежом. И в этом плане мы хотим расширить это дело и научить других тоже жителей нашей республики, научить этому делу, чтобы многие занимались, потому что у нас территория очень большая, ягод очень много растет, но всех ягод, конечно, никто собрать не может. Поэтому мы должны этим активно заниматься все. Вот то, что у нас растет, все очень полезно, потому что в силу наших климатических особенностей северные растения, ягоды, у них концентрация питательных и веществ очень высокая, поэтому наши вот растения и ягоды очень ценятся за рубежом. И в этом плане мы хотим расширить это дело и научить других тоже жителей нашей республики, научить этому делу, чтобы многие занимались, потому что у нас территория очень большая, ягод очень много растет, но всех ягод, конечно, никто собрать не может. Поэтому мы должны этим активно заниматься все. Следующий резидент нам покажет, как вообще домашний бизнес, он может начать масштабироваться, он может становиться крупнее, и он может выходить как бы на более серьезный уровень. Проект зародился лично для себя, как и многие женщины, мы вечно худеем, да, и вот когда я пересмотрела свой рацион, я увидела, что у меня очень мало зелени вообще в рационе, да, обычная среднестатистическая якутская семья, мы питались, мясом, там, да, и, в общем, когда я стала вот активно сбрасывать лишний вес и читать про правильное питание, я пришла к выводу, что если мы будем продолжать так же питаться, как наши предки, которые, буквально вот тонны калорий сжигали чисто на обогрев себя на зимний период, да. И поэтому я поняла, что должна быть клетчатка побольше, а у нас выбора как такового покупного вообще мало, да, там укроп, петрушка, лук зеленый, и все, да. И я узнала, что такое микрозелень, начала для себя выращивать на подоконнике, потом гости приходили и говорили, вот ты же хочешь чем-то заняться предпринимательством, вот бери и занимайся. А так как я по первому образованию журналист и очень много, вообще у меня тема была экономика, да, и поэтому я много писала про предпринимателей, прямо восхищалась ими, а вот чем заняться не знала. И вот знала то, что у нас очень большая государственная поддержка, оказывается, такие как бизнес-инкубирование, вот. И поэтому я написала проект и пришла на защиту. Была комиссия, было много людей, и, в общем-то, мой проект показался интересным, и я прошла отбор и стала резидентом технопарка Якутия. Мы находимся в биолаборатории. Это сейчас, на данный момент, вы видите пшеницу. Я ее срезаю и отжимаю из нее сок. И тут же в условиях технопарка я пользуюсь шоковой заморозкой, минус 70, и это сохраняет все полезные свойства этого напитка, Витграсс. Он очень полезный, особенно для нас, для якутян, в данный период, когда идет задымление полностью, да, он очень обогащает кислородом, у него очень много хлорофилла, 70% он состоит из хлорофилла, и всего 30 мл для профилактических целей человеку в сутки нужно. А если человек занимается спортом или переболел тяжелым заболеванием, на антибиотиках был, тогда ему уже доза побольше будет, 60-90 мл. Это, в принципе, уже его польза доказана по всему миру. У меня очень много клиентов, даже врачи сами, потому что они, как никто другой, хорошо разбираются, да, в биохимических свойствах зелени. На данный момент у меня пшеница, да.
В дальнейших планах у меня расширять производство, выпаривать жидкость и делать его в сухом виде. Мы уже в условиях биолаборатории через леофильную сушку попробовали и пришли к выводу, что это возможно. Ну, конечно, там уже объемы должны быть другие. И стала резидентом бизнес-инкубатора АГАТУ, Арктический государственный агротехнологический университет. Там мне очень хорошо должны помочь со стороны научного, со стороны науки. Получается, там обучаются будущие агрономы, технические инженеры, там есть своя лаборатория. Мы сейчас пробуем делать из этого прикорм для животных в зимний период. Пока экспериментально на маленьких объемах у нас получилось. Корневая система, мы ее высушиваем, дробим и хотим делать гранулы. Всем спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках.